С первых нот музыка Чайковского из балета «Щелкунчик» завораживает и увлекает зрителя в волшебный мир танца. Для меня этот балет особенно значимый. Партия Марии – это мой дебют в хореографическом училище и первая ведущая партия, которую я исполнила в составе башкирской балетной труппы, еще будучи студенткой 3-го курса.
Я с детства была очень подвижным ребенком. Любила танцевать и даже устраивала маленькие театральные представления для своих родителей. В детском саду всегда с нетерпением ждала утренников, чтобы выйти на импровизированную сцену. Я бесконечно благодарна моим папе и маме за то, что разглядели мое увлечение и способствовали моему желанию танцевать. Родителями было принято решение отвезти меня в хореографическую студию «Ляйсан». Я хорошо помню, как мы с мамой поднялись в балетный зал Дворца культуры «Нефтяник», и я увидела через открытую дверь занятия у девочек, одетых в купальники и юбочки. Но меня, 7-летнюю девочку, ожидало первое испытание. Группа была уже сформирована, и нам отказали. Тогда я удивила присутствующих. Я вцепилась в косяк двери и со слезами на глазах отказывалась уходить. Руководитель студии, увидев мой решительный настрой, увела меня в зал и попросила показать несколько элементов. И для меня было счастьем услышать от нее: «Девочка, мы тебя принимаем». В тот знаменательный день передо мной открылись двери в прекрасный мир танца. Мы всегда относились к дочери, к выступлению дочери с большим волнением. И сегодня так же, как в детстве, как сегодня. Ну, все, слава Богу, идет прекрасно. Радуемся, волнуемся. Мы очень благодарны педагогам, которые ее вырастили как артистку балета. Ну, это прекрасный вечер. Мы так рады, что публика так тепло это принимает ее выступление. Прекрасный вечер. В 1998 году я работала для газеты «Башкортостан», писала некоторые культурные заметки. И вот Гузель Сулейманова как раз вернулась из Киева с победой. Это был конкурс имени Сержа Лифаря. И я помню, что я к ней даже домой заезжала, мы с ней разговаривали. И было приятно то, что наша начинающая в то время балерина уже на международном уровне нашла такое признание. И с тех пор прошло много лет, а Гузель все та же, совершенно та же красивая, легкая, воздушная. Ну, естественно, прибавилось мастерства.
балетный праздник нашей столицы. Прекрасно, что и аншлаг, прекрасно, что здесь поклонники и Гузель, и всего нашего башкирского балета. И особенно радостно, что этот день красили сцену выступлением ее друзья. Это Дину Хамазлакару и Канат Кадырбек и другие. Я безумно рада, конечно, этому вечеру. Это огромный труд, это вообще как бы, что собрать такое количество артистов, такое количество звезд. И показывает, естественно, достойный уровень. Безумно поздравляем нашу любимую Гузелечку. Желаем ей в будущем также быть звездочкой нашего замечательного балета. Долгой творческой жизни на сцене, верно? Гузельчика, мы тебя любим.
сегодняшний день это, конечно же, праздник. Праздник не только для самой Гузели, ее коллег, но и всего нашего Башкирского театра оперы и балета. Любой выход Гузель на сцену, естественно, и праздник, и вдохновление, энергетика, настроение, эмоции, счастливые моменты в жизни. И мы благодарны ей за такой труд и восхищаемся ее талантом. Это просто чудо, когда я нахожусь на ее выступлениях, это всегда невероятно трогает меня. Это наша звезда, мы ей очень гордимся и любим очень сильно. Энергетика чувствуется, она, естественно, передается залу. И я думаю, что люди вдохновляются этими чувствами. И, естественно, переполняют эмоции, и аплодисменты сами говорят за себя. Нашу студию курировал Мустаев Хашим Фатыхович, выдающийся деятель культуры Башкортостана, артист балета, балетмейстер, один из основоположников профессионального балетного искусства и башкирской народной хореографии. Именно по его совету Наталья Маркедонова предложила нам поступать в хореографическое училище. Я хорошо помню этот день. Уже начались летние каникулы, когда дома раздался телефонный звонок от Натальи Евгеньевны. Мы быстро собрались и поехали в Уфимское хореографическое училище. Там шел уже 3-й тур, и была очень напряженная атмосфера. Не прошедшие экзамен девочки плакали. Нас небольшими группами заводили в балетный зал, где за длинным столом восседала строгая комиссия. Я с легкостью прошла все 3 тура за один день и была принята на обучение. Я попала в класс самого требовательного и строгого педагога в училище – к народной артистке Башкортостана Людмиле Шапкиной.
bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalon. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait boire nos vins. Jojo se prenait pour Voltaire et Pierre pour Casanova. Et moi qui étais le plus fier, moi je me prenais pour moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des 300, on leur montrait nos culs et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient mieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient mieux, plus ça devient. Le corps bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse Adrienne de Montalon. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Voltaire dansait comme un vicaire et Casanova n'osait pas. Et moi qui restais le plus fier, moi, j'étais presque aussi sous que moi. Et quand vers minuit passaient les notaires qui sortaient de l'hôtel des 3 ans, on leur montrait nos culs et nos bonnes manières en leur chantant les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient mieux, plus ça devient bête. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient mieux, plus ça devient. Le cœur au repos, les yeux bien sur terre, au bar de l'hôtel des 3 faisans, avec maître Jojo et avec maître Pierre, entre notaires, on passe le temps. Jojo parle de Voltaire et Pierre de Casanova. Et moi qui suis resté le plus fier, moi je parle encore de moi. Et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la Montalon, de jeunes peigne-culs nous montrent leur derrière, en nous chantant. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux et plus ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, plus ça devient vieux et plus ça devient... На полюбившихся уфимцам нуриевских фестивалях мне часто выпадала честь выступать со звездами балетного искусства. Дину Тамазлакару из Берлинского балета, солист парижской Гранд-Опера Карл Пакет, солисты Большого театра, ныне министр культуры Мариэл Константин Иванов, Андрей Евдокимов, Марихира Ивата, ведущий солист Бостонской балетной компании Роман Рыкин, солист Дрезденского оперного театра Павел Москвита, Алексей Шлыков, премьер Краснодарского театра балета Юрия Григоровича, Игорь Артамонов, ведущий артист Большого театра Республики Беларусь, солист Словацкого национального театра Артемий Пыжов и премьер Михайловского театра Иван Васильев. Со всеми партнерами у нас складывался хороший дуэт, и мне радостно вспоминать наше сотрудничество. Но первые свои спектакли в театре я танцевала с партнерами нашей труппы. Самое большое количество спектаклей я станцевала с Дмитрием Марасановым. Однажды в поездке в Китай в составе московской труппы в качестве ведущих артистов мы установили личный рекорд. 18 спектаклей подряд, без выходных, с переездами и перелетами по бескрайней Поднебесной.
творческие люди, которые на сцене, тем более балетные артисты, это сильные люди с крепким стержнем. Сегодня вы «Гузель» по новой для себя открыли. Я о ней уже давно знал и слышал, что в Башкирии, в театре здесь есть такая прекрасная балерина, очень великая. И мы с ней познакомились первый раз это в прошлом году на фестивале Рудольфа Нуриева, но тогда мы с ней вместе не танцевали. И сейчас она позвала на творческий вечер, мы с ней танцевали адажу из балета «Кармен Сюита». Я был из Камиля, она Кармен. Для меня с одной репетиции танцевать с ней это было очень удовольствие хорошее и опыт большой. С ней было прекрасно работать.
Трудовые будни первого десятилетия работы в театре были очень насыщенными. Я исполняла и кардебалетные, и сольные партии. Одновременно активно набирала репертуар как ведущая балерина. Лиза из «Тщетной предосторожности», Китри из «Дон Кихота», Зайтунгуль из «Журавлиной песни», Сильфида и Золушка из одноименных балетов, Адетта Тадилия из «Лебединого озера». Со мной продолжала работать Людмила Шапкина. Также моим педагогом была Элеонора Куватова, стиль преподавания которой отличался от привычного мне ритма Людмилы Васильевны. Акценты и замечания, которые делает Элеонора Софиевна на репетициях, в прошлом балерина широкого диапазона, ныне художественный руководитель башкирского балета, позволяют обрести спектаклю целостность, сделать партию эмоционально достоверной. Как выпускница Ленинградского хореографического училища, Элеонора Софиевна всегда уделяет большое внимание работе над верхом, над руками. Она очень точно подмечает нюансы, из которых и состоит наш танец. Это прекрасно, когда есть возможность работать с разными педагогами. Художественным руководителем балета тогда был Терегулов Шамиль Ахметович. Вся жизнь Гузели как раз на моих глазах. Я ее помню с 95-го года. Я присутствовала на госэкзаменах в хореографическом училище, когда председателем комиссии экзаменационной была Катя Максимова. Я была свидетельницей именно того, как сдавали экзамены. И меня поразила тогда Гузель Сулейманова. Во-первых, когда объявили Гузель Сулейманова, я содрогнулась, потому что у меня Гузель Сулейманова, Гузель Галеевна. Думаю, надо же, крошечка такая, как она не боится, как ей не страшно. Но она так здорово, так чисто, технически все исполнила. И я очень хорошо помню, что она 32 фуэте скрутила, вот буквально не сходя с одной точки. И Екатерина Максимова была очень довольна, и по классике ей поставила 5. И как дальше складываются обстоятельства? В 98 году я прихожу на работу в театр. А Гузель как раз танцевала первый сезон. И шла подготовка премьеры спектакля «Хаджана Средин». И вдруг заболевает исполнительница главной партии. И срочно приходится готовить кого-то другого. И вот Гузель Сулейманова оказалась настоящей героиней. Она станцевала во всех 4 премьерных спектаклях. Я это хорошо помню. 2 были в конце апреля и 2 уже в начале мая. Партнеры у нее менялись. Сначала Камиль Нурлагаянов был, потом Аркаша Зенов. Причем хореография Андрея Миланина, она непростая, такая причудливая, даже там с партерными разными движениями. И так она здорово все это сделала. Вот это был первый ее экзамен. И потом во время работы в театре я все время наблюдала. Я первой у нее брала интервью, первой описывала ее успехи. И, конечно, одна из первых побед, это когда они с Шамилем Терегуловым поехали в Киев на конкурс Сержа Лихаря. И оттуда вернулись с серебром. И как Шамиль Ахмедович рассказывал, она всех потрясла. Вот сколько было участниц, и только о нашей Гузельке сказали, это актриса.
мне посчастливилось работать с постановщиками мирового масштаба. В первую очередь это, конечно же, спектакли великого мэтра Юрия Григоровича, украшение нашего репертуара. Особенно дорога для меня роль Фригии из балета «Спартак». И я рада, что пришла к ней не в начале своего творческого пути, потому что эта эмоционально наполненная партия предполагает духовную зрелость балерины. Первое впечатление от встречи с легендарным хореографом неизгладимо. Казалось, что даже воздух зарядился стопроцентной готовностью к работе, когда зашел в зал Юрий Николаевич. Это был 1995 год, и его первая постановка в нашем театре – балет «Щелкунчик». Потом было поставлено много других его спектаклей – «Дон Кихот», «Лебединое озеро», «Тщетная предосторожность», «Корсар», «Легенда о любви». Но всегда его команда требовала высокой отдачи от артистов. Так что за время подготовки к премьере профессиональный уровень труппы рос на глазах.
Наша дружба с Гузель началась с Нуриевского праздника, фестиваля. Это когда полным ходом шел на этой сцене Дон Кихот. Это правда. Я думаю, что вы для нее одна из лучших поддержек. Вы знаете, во-первых, я скажу, сегодня большой праздник был и для меня, и для публики. И хочу вам сказать, да, что мы с Гузелем начинали в 2008 году. Я приезжал на Нуриевский фестиваль, и тогда мы танцевали спектакль «Дон Кихот». И с тех пор, не знаю, для меня, я когда вот нахожусь с Гузель на сцене, сразу получаю такую энергию, такого позитива, и сразу забываю обо всем, и хочется танцевать и жить на сцене, честно вам скажу. И я очень рад, что у меня была такая возможность, то, что Гузель меня пригласил сегодня на ее творческий вечер, и желаю ей много здоровья, и надеюсь еще, что будет возможность станцевать вместе. Уфимской публике спасибо, всегда чувствую себя как дома здесь, и очень надеюсь до скорой встречи. Спасибо вам. Как делается творческий вечер для определенно взятого артиста, а в частности для Гузель Сулеймановой? Потому что творческий вечер творческому – это рознь. Артист
артисты артистам рознь. В любом случае, когда творческий вечер, юбилей или что-то, режиссер, он всегда должен уйти на второй план. В первую очередь, главная задача – это показать героиню вечера и показать в лучшем свете, в лучшем ракурсе, и учитывая все ее пожелания и все ее идеи. Мне оставалось только все ее мечты собрать воедино и воплотить это в более художественное произведение, чем просто концерт. А она заказчик не капризный? Я когда соглашался быть режиссером, я знал, на что иду. Я же говорю, я прекрасно понимал, что в любом случае в данном вопросе последнее слово будет за ней. Я могу только предложить, я могу только постараться убедить, как будет лучше. Но, между прочим, Гузель, она очень все хорошо понимает. На любые мои советы, какие-то предложения она откликалась, и как-то она доверилась. И поэтому, видимо, так более-менее все так логично, слитно и едино получилось.
Танец – это не только вот чистота движения, чистота техники, это душа, это артистизм, это то, что есть у Гузели Сулеймановой. И вот на сегодняшнем вечере это очень ярко проявилось, но уже в более зрелом, так сказать, варианте. Я вот сейчас ее поздравила, и я спросила: Гузеленька, как ты это выдержала? Это столько станцевать, и смотрите, все настолько многогранно, многоплановое, каждый раз перевоплощаться, это и физически, и душевно. Сколько сил нужно? Короче говоря, прима-балерина самая настоящая. Как складывался сценарий этого творческого вечера? Чувствуя вот по этим монологам на сцене, сценарий писал ты сама. Да, достаточно сложно было с непривычки все свои мысли красиво оформить таким образом, чтобы донести до зрителя все свои переживания, эмоции, ощущения, то, как мы растем, то, как мы становимся артистами балета. Мне хотелось вот окунуть зрителя в наш мирок, в наш потайной мирок, которого они не видят на сцене, да, немножко заглянуть в нашу кухню. То есть я думаю, что сегодня это удалось. Мне очень помог режиссер концерта Ринат Абушахманов. Получился концерт какой-то, ну, по моим ощущениям, такой теплый, какой-то, вот знаете, вот без лишнего пафоса, что ли. Очень человечный. Очень человечный, да. Вот. И то, чего я хотела добиться. Я благодарна судьбе за то, что в моей жизни встречаются люди, которые любят, уважают и поддерживают меня. Спасибо моим педагогам, наставникам, моим коллегам, партнерам, артистам балета, художественному руководителю, директору балета, концертмейстерам, тем людям, с которыми встречаешься практически каждый день и проводишь подчас больше времени, чем с родными. Я благодарна судьбе за то, что состоялась не только как балерина, но и познала счастье материнства. Моя малышка
Это мое вдохновение.
Слово для приветствия предоставляется исполняющей обязанности министра культуры Республики Башкортостан Наталье Михайловне Лапшиной. Спасибо. Дорогие друзья, добрый вечер. Уважаемые поклонники и почитатели балетного искусства и нашего театра, и таланта жемчужины башкирского балета, народной артистки Республики Башкортостан, заслуженной артистки России Гузель Сулеймановой. У меня сегодня очень ответственная и приятная миссия зачитать поздравительный адрес от руководства нашей республики. Уважаемая Гузель Наилевна, сердечно поздравляю вас с 25-летием творческой деятельности. Четверть века своим вдохновенным и высокопрофессиональным творчеством вы прославляете башкирский балет. Созданные вами прекрасные образы, представленные на престижных театральных сценах мира, признаны образцом высокого мастерства и безукоризненного художественного вкуса. Еще в студенческие годы вы стали ярким украшением балетной труппы Башкирского театра оперы и балета. И по сегодняшний день продолжаете восхищать зрителей своим творчеством, являетесь наставником молодых артистов нашего театра. Ваши разноплановые партии в классических постановках, искрометные выступления, в том числе в рамках гастролей в России и за рубежом, составляют гордость балетного искусства нашей республики. Созданный вами образ Ники из спектакля «Баядерка» признан вершиной хореографического и драматического мастерства. Совершенство техники, яркий темперамент и удивительный артистизм делают каждую вашу партию культурным событием. Ваша многолетняя плодотворная деятельность по достоинству оценена высокими государственными наградами. От души желаю вам здоровья, благополучия, мира, добра и творческих свершений. С уважением, глава Республики Башкортостан Радий Фаритович Хабиров. Разрешите мне также поблагодарить от имени Министерства культуры всех гостей сегодняшнего вечера, которые приехали на замечательный юбилей и подарили нам частичку своего таланта. Спасибо вам огромное. Спасибо. Слово предоставляется художественному руководителю балетной труппы театра народной артистки РСФСР Леоноры Софиевне Куватовой. Дорогая наша Гузель, спасибо тебе за твой труд, за то, что сегодня у нас в театре такой праздник. Вся твоя творческая жизнь является примером для нашего колледжа имени Рудольфа Нуриева, для наших учеников, где ты успешно уже вела классы. Да, поэтому такое. я тебе желаю продолжения творчества еще в твоих учениках. Здоровья, спасибо. Успехов. Спасибо, Государь. Быть балериной непросто. С 10 лет ты осознаешь, что занимаешься будущей профессией. По сути, с 10 лет становишься взрослой и практически каждый день встаешь к балетному станку, чтобы преодолеть лень и боль, но получить взамен то окрыляющее ощущение владения своим телом, осознание, что можешь пластикой выразить свои эмоции, а затем репетиции вновь и вновь. Неудивительно, ведь само слово «репетиция» переводится с французского как «повторение». Все это ради вас, мой дорогой зритель, ради тех сладостных моментов, когда выбегаешь на поклоны и получаешь благодарность в виде ваших аплодисментов. Спасибо вам, дорогой зритель, за то, что цените наш кропотливый труд.
наше искусство, наш балет.